В городе Пешаваре на северо-западе Пакистана полиция разогнала демонстрантов, которые протестовали против потери рабочих мест. Из-за демонстрации образовались серьезные автомобильные пробки. Накануне участники демонстрации были приняты на работу в провинциальную тюрьму, однако администрация тюрьмы внезапно ликвидировала эти рабочие места. В ходе столкновений пострадало несколько человек, многие демонстранты арестованы полицией. На юге Киргизии местные власти города Джалалабад провели инспекцию квартир и домов, чтобы проверить условия жизни в многодетных семьях. Таким образом, власти намерены выявить случаи насилия и безразличия по отношению к детям. В последнее время все чаще появляются сообщения о случаях жестокого обращения с детьми. По данным властей, 1400 детей в области живут с дедушками и бабушками и другими родственниками, поскольку их родители работают за границей. В Казахстане широкая коалиция политических партий и неправительственных организаций поддержала предложение провести президентские выборы в 2015 году, на год раньше графика. Коалиция «Казахстан-2050» собралась в Астане и одобрила проведение досрочных выборов. 2 дня назад это предложение было выдвинуто сторонниками президента Назарбаева. Они утверждают, что досрочные выборы помогут стране противостоять нынешнему экономическому кризису, гарантировав еще один срок правления бессменному президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В столице Афганистана Кабуле вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохаммад Шариат Модар принял участие в открытии совместной торговой выставки Ирана и Афганистана, на которой представлена продукция обеих стран. Иранский вице-президент призвал расширять двустороннюю торговлю и преодолевать преграды, стоящие на пути инвестиций. В последние годы Иран значительно увеличил масштаб инвестиций в Афганистане. В столице Молдавии Кишиневе гражданские активисты собрались перед зданием парламента, чтобы потребовать от правительства прозрачности и дееспособности. Активисты вышли к зданию парламента с лыжами, чтобы высмеять депутата, позволившего себе неприличный жест, но позже заявившего, что он имел в виду катание на лыжах. Протесты проходят на фоне неопределенности в вопросе формирования нового правительства. Ранее парламент отверг состав кабинета министров, предложенный действующим премьером. В Приштине косовары отметили 7-ю годовщину провозглашения независимости Косово от Сербии. Это случилось 17 февраля 2008 года. Косово признано 108 государствами-членами ООН. Сербия до сих пор не признала независимости Косово. Косово переживает глубокий экономический кризис. Безработица охватывает 30% работоспособного населения.